В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Экспертиза детской вакцины от коронавирусной инфекции завершается в России. Сегодня в Якутии отмечают День радио. Национальная библиотека республики выиграла всероссийский конкурс в Инстаграм. Экспертиза детской вакцины от ковида скоро завершится. Препарат разработан на базе «Спутника Ви». Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он отметил, что очень важно защитить несовершеннолетних детей, так как заболеваемость среди них растет. На территории республики за минувшие сутки выявили 292 случая коронавируса. Из них 144 обнаружили в столице региона, 17 в Нижнеколымском районе, 15 в Алданском, 14 в Кобяйском, 8 в Верхоянском районе. Также по 12 заболевших инфекцией зарегистрировали в Нюрбинском и Хангаласском районах, по 9 в Верхневилюйском и Усть-Майском. В Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Намском районах зафиксировали по 6 случаев. В Сунтарском и Тампонском районах по 5, в Булунском, Ленском, Неренгринском и Аймиконском районах по 4, в Алаиховском и Усть-Алданском по 3. Кроме того, 2 случая выявили в Верхнеколымском районе. За сутки лаборатории республики провели 3429 исследований. В Якутии с 8 ноября режим нерабочих дней отменен. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. В ходе прямого эфира в соцсетях он отметил, что объявление выходных дней, введение дополнительных ограничительных мер, допуск в учреждения культуры и общепита по QR-кодам дали положительный результат. Снизились темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сейчас важно закрепить достигнутый положительный эффект, поэтому с 8 ноября вводится система допуска по QR-кодам в общественные места. Открываются все предприятия, в том числе объекты торговли и спортивные залы. Мы начинаем работу с понедельника. Наш клуб будет работать по QR-коду. И вот это непростое время, всем надо обезопаситься, и поэтому мы всеми силами готовы, чтобы наши клиенты не болели, чтобы коронавирус не распространялся. Несмотря на тяжелую эпидобстановку, перепись в республике идет полным ходом. Так, 80% жителей Намского района прошли перепись населения, в том числе в онлайн-формате через госуслуги. Отметим, муниципалитет в лидерах по Якутии по участию во всероссийском мероприятии. Как организована перепись и что нужно знать о переписчиках, расскажет Мадина Халикова. В первом хамустахском наследии уже с самого утра кипит работа. В стационарном пункте переписчики принимают посетителей, и все с соблюдением ковидных мер. На входе измеряют температуру, выдают маску, если вдруг у человека ее не оказалось при себе. Процедура переписи не занимает больше 15 минут. В этом году у каждого переписчика планшет, где он заполняет переписной лист. Вопросы максимально простые. Мы входим в помещение, переписываем население, и в конце дня все отчеты отправляем контролеру. Для всех переписчиков сдали вот планшеты. Планшету очень удобно пользоваться. Все автоматически включается. Не надо там калькулятором все надо вести. Все сама вот, планшет все автоматически справляется с этим. Контролеры проверяют работу переписчиков, чтобы и данные совпадали, и заполнение листа было верным. Перепись стартовала 15 октября, и Намский район за пару недель вышел в лидеры Якутии по участию во всероссийском мероприятии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы прошли перепись? Да, я прошла перепись через приложение госуслуги. Переписчику сообщили? Да, все отправила, и QR-код отправила, и то, что как прошла, отправила все. На планшет все село, да? Да, все село, сказали, все уже отлично прошло. А в соседнем наследии сегодня перепись проходят иностранные граждане. Мигранты постоянно проживают в Якутии, возводят соцобъекты. Для них отдельная форма бланка. Переписчики пришли прямо на стройплощадку, где трудятся 70 рабочих. И все они прошли перепись. Заполнение данных иностранного гражданина отличается, во-первых, гражданством у них иностранное государство, место рождения, другое место жительства это тоже будет иностранное государство и национальность. Если они находились больше года, то они записываются как постоянные жители.
а если меньше, то временный. В районе работают 44 переписчика, 19 из них в Намцах. Там пункт организовали в самом центре села. Узнать переписчика просто. Он одет в специальную форму, при себе у каждого планшеты, бейдж с информацией о переписчике, которую можно проверить по QR-коду. Кроме того, все переписчики вакцинированы для собственной безопасности и безопасности жителей. В Намском районе по ТДР у нас закончили 4 муниципальных образования. Это Заречный и Наслега. В данное время переписывается 15 муниципальных образований. На данный момент, на 2 ноября, 80% населения у нас переписалось. До начала переписи у нас с населением были разъяснительные работы по части электронной цифровой переписи. На сегодня в Якутии 5 лидеров по переписи населения. Это Мегино-Кангаласский, Горный, Амиконский, Сунтарский и Намский районы. Всероссийская перепись населения пройдет до 14 ноября, поэтому у каждого еще есть время поучаствовать в ней. Тем более с применением цифровых технологий. Это очень просто. Мадина Халикова, Павел Пахомов, Намский район. Сегодня в России отмечают День согласия и примирения. В СССР дни 7 и 8 ноября праздновались как годовщина Октябрьской революции. С 1992 года праздничным днем считался только один день – 7 ноября. Однако название праздника оставалось прежним – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Указом президента России в 1996 году в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества название праздника было изменено на День согласия и примирения. А в республике сегодня отмечают День якутского радио. В 1930 году впервые в эфире прозвучали слова «Говорит Якутск». И вот уже в течение 91 года каждый день якутское радио делится со слушателями самыми свежими новостями, прогнозом погоды, любимой музыкой и другими интересными передачами. В Якутске начинается строительство парка будущих поколений. Он будет располагаться на пустыре в периметре улиц Аюнского, Петровского, Белинского и Каландарашвили. Проект инициировал целевой фонд будущих поколений в 2018 году. Идею поддержал глава республики. Ввод объекта планируется к 2025 году. Проект будет полностью финансироваться за счет компании «Алроса». Общая сумма оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Теперь о погоде. В ближайшие сутки в Оленёкском, Мирнинском, Ленском районах ожидаются порывы ветра до 9-14 метров в секунду. В Жиганском, днем на востоке, Усть-Майского районов до 15-17 метров в секунду. В Анабарском, Булунском до 19-24 метров в секунду. Метель. Ну а какая погода нас ожидает на следующей неделе в республике, расскажет Евгений Тайтонов. Женя, добрый день. Тебе слово. Кристина, добрый день. Но для начала я хочу рассказать о погоде на сегодняшний день. Сегодня без существенных осадков. Температура воздуха днем составит минус 12-14 градусов. Ну а ночью температура опустится до 20-21 градуса. Ну и днем составит минус 8, минус 10 градусов. Ну и по прогнозам синоптиков, следующая неделя ожидает быть таким же, как и эта неделя. Ну и почему для ноября месяца относительно теплая погода, нам расскажет поподробнее начальник Якутского гидрометцентра Татьяна Владимировна Маршалик. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, в связи с чем у нас сохраняется такая теплая погода? Теплая погода для ноября, да, действительно очень теплая. Она связана с активной циклонической деятельностью в Арктике в нашей. То есть атлантические циклоны по Северному морскому пути смещаются на нашу территорию, на территорию арктического побережья. Циклоны очень глубокие, поэтому они оказывают влияние практически на всю территорию нашей республики, на материковую часть. Они приносят с собой ветреную погоду, снег от небольшого до умеренного, даже местами до значительного. Такой циклон прошел на прошлой неделе. Ветер на арктическом побережье усиливался до 30 метров в секунду. И повышалась температура. Сегодня, 7 ноября, второй циклон выходит также на арктическое побережье, и мы уже ожидаем сначала на северо-западе республики, потом на западе ветреную погоду, повышение температуры. Далее эта погода сместится и на центральные районы.
Температура будет все равно выше нормы, но уж не такая теплая, как говорят многие прогнозы. То есть дневная температура по западу будет в пределах, может быть, до -3, -8, а в центральных районах до -8-13. При прекращении осадков во второй половине недели, будет у нас прояснение, будет восстанавливаться сибирский антициклон, и поэтому ночная температура пойдет вниз, и дневная будет тоже в пределах, наверное, от 12 до 17 градусов. Ну и можно ли говорить о том, что нас ожидает аномальная теплая погода? Да, для ноября это аномально теплая погода. Был аномально теплым октябрь, и сейчас для ноября это тоже аномальная погода. Чтобы сравнить, норма температуры сейчас ночной 30 градусов, дневной 20. А мы имеем ночью только 20 градусов, то есть это норма для дня, а не для ночи. Поэтому очень тепло. И месячный прогноз, что среднесуточная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы, он, в принципе, сейчас оправдывается. Ну, а можно ли сейчас говорить о предстоящей погоде на декабрь месяц, допустим, либо даже на январь? Вы знаете, мы такие долгосрочные прогнозы не делаем. О погоде на декабрь мы можем сказать после 10-12, когда будет готов прогноз месячный на декабрь. Но если смотреть, как было в 2020 году, когда у нас практически до 8 декабря было очень тепло и потом резко похолодало на целых 1,5 месяца. Поэтому я такие прогнозы делать не буду. Давайте мы подготовим прогноз месячный, а дальше уже будем говорить о том, какая будет погода. Татьяна Владимировна, спасибо большое. Ну, а, Кристина, я хочу добавить о том, что пока стоит такая теплая погода, лучше всем жителям республики почаще гулять с семьей на открытом воздухе. Кристина, у меня на этом все. Спасибо за подробный прогноз погоды. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Евгений Тайтонов. Мы продолжаем. Сотрудница МЧС по региону Ольга Дугаржаб стала лучшей в конкурсе дознавателей Дальневосточного федерального округа впервые за историю Государственного пожарного надзора республики. В рамках конкурса участникам предстояло пройти 4 этапа: физическая подготовка, выезд на осмотр места происшествия, теоретическая часть и поиск ошибок, допущенных при расследовании уголовного дела. Также в список испытаний добавили этап огневой подготовки. По итогам 3 этапов соревнования Ольга Дугаржаб заняла 4-е место. Отмечается, что за ее плечами большой опыт расследования уголовных дел, причин и обстоятельств пожаров с материальным ущербом, гибелью и травмированием людей. Страница Национальной библиотеки республики в Инстаграм выиграла всероссийский конкурс «Топ-блогинг». Мероприятие провели Республиканский фонд развития культуры Якутии и Академия развития творчества «Арт-Севера» при поддержке Минкультуры региона и международного конкурса вокалистов и инструменталистов. Профили в социальной сети оценивали педагоги, СММ-специалисты, а также учитель русского языка и литературы. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.